С 2007 года республиканская акция «Одна страна, одна книга» находит отклик в душах читателей разного возраста. Данный проект направлен на продвижение произведений казахской литературы, поддержку и развитие культуры чтения, приобщение молодежи к богатствам национального книжного фонда, духовное и патриотическое воспитание. В Казахстане 2021 год объявлен годом независимости республики. В связи с этим республиканская акция «Одна страна, одна книга» посвящена 30-летию независимости страны. В рамках духовно-культурной акции под названием «30 лет 30-летию независимости» для всенародного чтения были выбраны 30 лучших произведений известных казахских авторов в области поэзии, прозы, драматургии, детской литературы. Добрый день, года! Библиотека филиал номер 13 города Рудного представляет литературный альманах «Через книгу к добру и свету», в котором мы предлагаем познакомиться с книгами, переведенными на казахский язык, предложенными в республиканской акции. Перевод – это искусство, ведь переводчик должен быть наделен писательским даром, чтобы сделать качественный перевод художественного текста. А также у литературного перевода очень большая смысловая нагрузка, потому что ему приходится не только воспроизводить текст на другом языке, но и также создавать этот текст заново, сохраняя стиль оригинала. Великий роман «100 лет одиночества» колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, лауреата Нобелевской премии по литературе, выпущен на казахском языке. «100 лет одиночества» впервые увидел свет в 1966 году на родине великого писателя и сразу же после публикации стал бестселлером. Странная, поэтичная, причудливая история города Маканда, затерянного где-то в джунглях от сотворения до упадка. История рода Буэндия, семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндия поражает святых и грешников, революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни. В романе кипят необычные страсти и происходят невероятные события. Однако эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным волшебным зеркалом, сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки. Благодаря издательству «Фолиант» и переводу Кенеса Юсупова «100 лет одиночества» можно прочитать на родном казахском языке. Одним из самых известных немецких писателей XX века является Эрих Мария Ремарк, который прошел все ужасы Первой мировой войны и точно знал, каким видят этот мир простые солдаты из окопов. Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что терять в сущности нечего. Смысл романа Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы» вероятно заключается в разном отношении к жизни здоровых и больных людей. Там, где одни видят скуку, другой видит важность. Где один видит смысл, другой пустоту. Человек, знающий, что ему отведено немного, пытается хотя бы немного пожить жизнью здоровых людей, но очень часто понимает, что это не его жизнь. Читайте культовый роман «Жизнь взаймы» в переводе Бикбалата Одетова, теперь и на казахском языке. Агата Кристи – английская писательница, прозаик и драматург, признанная королева детектива во всем мире. Основными персонажами ее произведений являются мисс Марпл, престарелая деревенская леди, которая щелкает преступления как орешки, и Эркюль Пуаро, самовлюбленный и талантливый детектив, логика которого порой обескураживает. В романе «Украденный миллион» Пуаро обращается дама за помощью о пропаже облигаций стоимостью $1 миллион. Облигации перевозились на лайнере «Олимпия», в саквояже, за сохранность которого отвечал ее жених. По прибытию в Нью-Йорк оказалось, что саквояж пуст. Тем не менее, в продаже они появились. Как, почему и откуда, расскажет Пуаро. Как всегда, все четко и обстоятельно.
Произведения Агаты Кристи до сих пор расходятся миллионными тиражами. Ее книги стали третьими по популярности после Библии и произведений Шекспира. Бестселлер «Украденный миллион» был переведен на казахский язык Адилом Ахметовым. Благодаря переводу Милата Талегена мировой шедевр Халеда Хоссейни «Тысячи сияющих солнц» можно прочитать и на казахском языке. Роман рисует реальность открытой и бездонной жизни афганской страны, которая в последние полвека все чаще привлекала к себе внимание всего мира. События разворачиваются вокруг гражданской войны второй половины 20 века в Афганистане. Автор показывает нам войну глазами женщин и матерей. Халед Хоссейни знакомит с бытом восточного государства, судьбами его жителей. Он рассказывает о своих мечтах и страхах, надеждах и ужасах. Судьбы двух женщин с разными характерами и социальными ситуациями никого не оставят равнодушными. Вместе с военными страданиями затрагивается тема насилия в семье, прав и свобод мусульманских женщин. Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, как ветхозаветная история. После выхода первой книги Джоан Роллинг «Гарри Поттер и философский камень» на казахском языке, которая получила большой спрос и массу положительных отзывов, читателям Казахстана предоставляется возможность прочитать вторую книгу «Гарри Поттер и тайная комната» в переводе Динары Мази. Книга рассказывает о втором учебном годе в школе чародейства и волшебства Хогвартс, на котором Гарри и его друзья расследуют таинственные нападения на учеников школы, совершаемые неким наследником Слизерина. Объектами нападений являются ученики, среди родственников которых есть не волшебники. Все пострадавшие находятся в оцепенении и ни на что не реагируют. Главному герою предстоит доказать свою непричастность к загадочным событиям и вступить в битву с могущественной темной силой. Популярный и обсуждаемый роман «Имя мне красный» турецкого писателя Орхана Памука, опубликованный в 1988 году и принесший ему международную известность, был переведен на казахский язык Амангельды Курметулы. 4 мастерам персидской миниатюры поручено проиллюстрировать тайную книгу для султана, дабы имя ее и деяния обрели бессмертие и славу в веках. Однако по городу ходят слухи, что книга противоречит законам мусульманского мира, что сделана она по принципам венецианских безбожников, и неосторожный свидетель, осмелившийся взглянуть на запретные страницы, неминуемо ослепнет. После жестокого убийства одного из художников становится ясно, что продолжать работу над заказом султана смертельно опасно, а личность убийцы можно установить, лишь внимательно всмотревшись в замысловатые линии загадочного рисунка. Все представленные мировые шедевры, написанные в разное время, взорвали книжные рейтинги и вырвались за лидирующие позиции читательских хит-парадов, теперь доступны и на государственном языке. Надеемся, что книги, читаемые в рамках акции, найдут свое место в сердцах читателей, возрождая смысл таких бесценных традиций, как уважение к старшим, почтение к обычаям предков, и поспособствуют воспитанию нравственности и чистоте души.